Жители Коми проголосовали за программу развития республики. Завершающий этап акции прошел во всех муниципалитетах региона. В местах массового скопления установили так называемые кубы, куда любой желающий мог опустить открепительный купон со своими предложениями. В Сыктывкаре таких площадок было 9. На каждой дежурили волонтеры. Они раздавали анкеты прохожим и помогали тем, кто еще не успел получить листовку. Несмотря на пасмурную погоду, к местам голосования пришли сотни людей. И не только в столице Коми. Татьяна Супряткина тоже не осталась в стороне. Троицко-Печорский район в вопросе голосования за будущее республики проявил завидную активность. Здесь завершающий этап акции растянулся на 2 дня. За это время проголосовали 2000 человек. Если бы неограниченное количество бюллетеней, могло быть и больше, отмечают организаторы. Судя по предложениям, самая животрепещущая тема муниципалитета – дороги. По мнению местных жителей, капитальный ремонт трассы Ухта-Троицко-Печорск сможет решить массу актуальных проблем. Я думаю, вот все, кто здесь, на площади, поддержат, что это самое главное. И для привлечения туристического потока, и для того, чтобы продукты сюда, и вещи, и людям удобнее будет, и быстрее добираться. Мнение жителей муниципалитета власти республики разделяют. В ближайшие 3 года на ремонт дороги регион направит 700 миллионов рублей. Будет заасфальтировано 25 километров гравийного участка. Кроме того, до 2017 года в районе намерены решить проблему аварийного жилья. Мы в этом году поставили себе задачу в районе построить 10 домов и переселить граждан, проживающих в ужасных условиях. 1 дом мы уже начали строить в Троицко-Печорске, 5 домов в Нижней Омре, 3 дома в Митрофане, 1 дом в Якше. В Сыктывкаре свои предложения по развитию региона ждали сразу 9 кубов. Как и в других муниципалитетах, у каждого дежурили волонтеры. Они раздавали бюллетени и помогали желающим заполнить анкету. Многие горожане объясняли свое участие желанием не остаться в стороне и воспользоваться правом выбора. Мне, как жителю Республики Коми, не безразлично ее будущее. Поэтому я очень признателен руководству Республики Коми за ту возможность, которую она предоставила нам, как жителям, внести свои предложения в программу развития Республики Коми. Потребность в участии управления страной – это одна из форм управления государством, тем более нашей республики. Право участвовать в выборах, выбирать. Поэтому я принимаю в этом участие. Я голосую за ровные дороги, за красивые детские площадки, за зеленые улицы и вообще за развитие Республики Коми. И лично мое мнение, и мнение людей, с которыми я встречалась на встречах, все отмечают, что здорово, что вот эта акция в республике проходит, что пошли в народ, чтобы услышать голос, повторюсь, каждого, То есть это огромный плюс. Организаторы признались, поначалу считали, погода внесет свои коррективы в голосование, но ни дождь, ни прохлада желающих проявить гражданскую активность не смутили. Сначала был какой-то момент, мы испугались, что дождик, но изначально, когда мы поставили кубы, уже стояли люди, уже с купонами отрывными, и уже готовы были проголосовать, потому что акция шла давно, и у людей уже накопились, многие люди уже у себя держали дома, то есть писали, думали, то есть знакомились с программой. То есть резонанс произошел. То есть, действительно, людям это интересно. По итогам акции в каждом муниципалитете Коми выберут по 2 лучших предложения. Специальная комиссия отберет 10 инициатив, которые будут размещены на страничке волонтерской группы «Социальные сети». За них сможет проголосовать любой житель Коми. Итоги станут известны 1 июня. Главный приз конкурса – путевка в Крым на 2. Татьяна Супряткина, Евгений Ракин, Наталья Литкевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юргана.